Результат вооруженной агрессии со стороны Грузии в 2008 году на территории Южной Осетии в наибольшей степени предопределил будущий внешнеполитический курс Республики Абхазия. Отношения с главным стратегическим партнером и союзником наметились в ключе обеспечения безопасности. Потому в 2009 году, 30 апреля, президенты России и Абхазии Сергей Багапши и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия. В тот же день на территории Абхазии под командованием первого начальника погрануправления ФСБ России генерал-майора Юрия Зверыка вооруженные силы прибыли в республику. На протяжении 15 лет они несут службу совместно с абхазскими пограничниками. Начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрей Кудимов, выступая на праздничном собрании по случаю юбилея, отметил то, какими непростыми были первые годы службы. Наряду с накаленной обстановкой на границе и работой по обеспечению безопасности возникали другие задачи. Было важно обеспечить комфортное пребывание личного состава, что стало возможным, в частности, благодаря усилиям абхазских властей. Сотрудники решают сложные и многоплановые задачи, направленные на защиту национальных интересов, особенно в регионах со сложной оперативной обстановкой. Убежден, что сотрудники управления, действуя ответственно и профессионально, с честью выполнят возложенные на них задачи по охране государственной границы. В этот день мне хотелось бы поблагодарить ветеранов, всех сотрудников за проявленное мужество и самоотверженность. Высокие слова благодарности руководству Республики Абхазия, органам государственной власти и местного самоуправления, правоохранительным органам республики за поддержку и формирование условий для надежной охраны границы, нормальной жизнедеятельности сотрудников и подразделений. Президент Абхазии Аслан Бжани, обращаясь к руководству, офицерам и личному составу погрануправления Федеральной службы, отметил ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране. Уважаемый Андрей Юрьевич, сегодня под вашим командованием российские пограничные войска играют ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране, являясь надежным барьером перед попытками нарушения мира со стороны Грузии и ее сторонников. Народ Абхазии глубоко признателен доблестным российским пограничникам, которые, рискуя жизнью, обороняют наши рубежи. Сегодня мы отдаем дань светлой памяти и благодарности подполковнику Василию Квиткову, прапорщику Андрею Удальцову, погибшим, выполняя свой долг, охраняя покой жителей Абхазии, покой наших матерей, детей, родных и близких. Дорогие друзья, эта юбилейная дата является еще одним подтверждением стратегического союза и дружбы наших государств. Позвольте мне искренне поздравить вас с этим знаменательным юбилеем и пожелать мира, успехов в вашем благородном служении интересам Республики Абхазия и Российской Федерации. С поздравительной речью также выступили временно поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и советник посольства, официальный представитель ФСБ России в Абхазии полковник Александр Соболь. Россия взяла на себя функции гаранта неприкосновенности границ республики. Без преувеличения можно сказать, что таким образом был заложен один из краеугольных камней в фундамент безопасности Абхазии. Практическое выполнение этой важнейшей задачи было поручено пограничному управлению ФСБ России в Абхазии, день рождения которого мы празднуем сегодня. 15 лет российские пограничники верой и правдой охраняют рубежи республики. Двое из них отдали жизни, выполняя свой долг. Подразделения пограничного управления расположены в самых разных уголках Абхазии, от Псову до Верхнего Кадора и Устья-Ингура. Но где бы ни находились наши ребята в зеленых фуражках, они везде пользуются заслуженным уважением у местных жителей. Это связано не только с их профессионализмом, но и готовностью всегда прийти на помощь в трудную минуту. Для истории это немного, однако за данностью главное, вам удалось стать надежным щитом от проникновения сопредельной страны террористов, даже ценой жизни боевых товарищей. Обострение противостояния с коллективным Западом обязывает не снижать, а повышать бдительность и уровень служебной подготовки. Уверен, что сотрудники пограничного управления справятся со всеми вызовами, будут и далее стоять на страже мирной и благополучной жизни абхазского народа.
Председатель службы госбезопасности Абхазии Тимур Ахибов в своем поздравительном выступлении отметил, что военнослужащие пограничного управления с честью и достоинством несут службу на рубежах республики. Он подчеркнул, что СГБ тесно взаимодействует с погрануправлением, решая поставленные задачи по охране границы. Ваша деятельность на территории Республики Абхазия является основным фактором сохранения мира и стабильности, тем самым созданы условия для мирного развития абхазского государства. Служба государственной безопасности Республики Абхазия тесно взаимодействует с пограничным управлением, решая поставленные задачи по охране государственной границы. Высокий профессионализм, отвага и готовность с риском для жизни выполнять поставленные задачи всегда отличали сотрудников пограничного управления. Доказательством тому являются результаты, достигнутые в ходе проведения различных задач в зоне ответственности пограничных войск. Лучшие сотрудники погрануправления за достигнутые конкретные результаты в служебной деятельности были награждены ведомственными наградами. Концерт по случаю празднования юбилея со дня образования пограничного управления ФСБ России в Абхазии был организован Министерством культуры. Выступили звезды абхазской эстрады. Дуэт «Анатрио», певицы Нана Черкезия и Рамина Заде. Этнографический хор «Нарта» порадовали зрителей своим мастерством и вызвали бурные аплодисменты. Гости рукоплескали стоя. Асида Малия, Константин Парулу, Абхазское телевидение.